В конце августа в Якутске состоялась социально-благотворительная акция «Путь к дому», инициированная Уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел по республике при поддержке республиканских федеральных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления и общественных организаций. Акция была направлена на оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию без определенного места жительства и работы, которые ведут асоциальный образ жизни, в том числе для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. По закону, есть такой федеральный закон о государственной социальной помощи. Там в статье 1 есть определение понятия «трудная жизненная ситуация». То есть лицом, попавшим в трудную жизненную ситуацию, является гражданин, который, трудная жизненная ситуация – это обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и не могут быть им преодолимы самостоятельно. Во время проведения акции обратилось 75 человек, которым была оказана практическая помощь по вопросам размещения на временное проживание, оформления временных документов, медицинского освидетельствования и трудоустройства. Уважаемые жители города Якутска, государственный орган, уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия и его аппарат сообщают, что в продолжении проведенной акции «Путь к дому», направленной на выявление бездомных лиц, нуждающихся в реабилитации и социализации, начинается сбор теплой верхней одежды и теплой обуви для мужчин, находящихся в отделении социальной адаптации «Терех». Время приема вещей с 8 утра до 8 вечера. Контактный телефон 21 00 52. Город Якутск, улица Богдана Чижика, 31/4. Отделение социальной адаптации «Терех». Исходя из определений и норм другого федерального закона, это федеральный закон об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. То есть как раз это идет речь о трудной жизненной ситуации. Во-первых, это получается полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самостоятельное обслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Во-вторых, это наличие в семье инвалида, либо инвалидов, в том числе ребенка-инвалида, которые самостоятельно не могут себя обеспечивать, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. В-третьих, это наличие ребенка или детей, у которых есть проблемы социальной адаптации. В-четвертых, это отсутствие возможности обеспечения ухода в том числе временного ухода за этими лицами, то есть за инвалидами, детьми. Таким образом, к лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, можно отнести инвалидов, престарелых, больных, сирот, безнадзорных, малообеспеченных, безработных, без определенного места жительства. Итоги акции показывают, что проблема социальной реабилитации данной категории граждан стоит остро. Из запрошенных 43 человек 27 имели судимость, и их число в скором времени может увеличиться в связи с внесением изменения в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правила исчисления и расчета сроков наказания, устанавливающие правила исчисления и зачета сроков наказания. Ожидается дополнительное количество граждан, освободившихся из исправительных учреждений. Многие из числа освободившихся остаются без жилья и работы и начинают вести асоциальный образ жизни. Что касается осужденных, которые освобождаются из мест лишения свободы, то процесс подготовки начинается за 6 месяцев и включает в себя направление администрации исправительного учреждения, уведомлений органам местного самоуправления, органам внутренних дел по месту жительства, в том числе Федеральной службы занятости, о наличии, о том, что такой-то, такой-то осужденный освобождается, у него есть либо нет места жительства, о наличии у него специальностей, места работы и так далее, с тем, чтобы органы местного самоуправления, органы службы занятости заблаговременно могли обеспечить их трудоустройство или начать подыскивать место жительства. УФСИН перечень их обязанностей по
социализации этих осужденных, он прописан. То есть есть инструкция Минюста, ну, то есть приказ Минюста, которым утверждена инструкция о помощи осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы, согласно которому вот они как раз и обязаны вот эту всю работу проводить, в том числе там беседы с ним, с осужденным и так далее, направление уведомлений органами самоуправления, органов внутренних дел, то со стороны органов местного самоуправления, к сожалению, такого как бы алгоритма действий как такового нет. Обратная реакция со стороны органов местного самоуправления, к сожалению, наступает не всегда, то есть ответы на эти уведомления они не всегда приходят. Хотя вроде как уголовно-исполнительная система не снимает с себя ответственности за качество работы по ресоциализации осужденных и понимает всю ответственность, люди остаются на улице. Большую озабоченность вызывает и распространение опасных инфекционных заболеваний среди бездомных граждан. Во время проведения акции выявлен 1 человек с туберкулезом легких, 4 человека с подозрением на туберкулез. Тем временем такие лица подвергают опасности здоровья горожан. Печально то, что таких лиц на улицах города с каждым годом становится только больше. Законодатель вот таких лиц он в отдельную категорию не выделяет. То есть либо как вот из лиц, которые подлежат, скажем так, социальному обслуживанию, и лица, которые вот попали в трудную жизненную ситуацию, в этой категории лиц, осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, нет. То есть они должны попасть вот под те категории, которые в этом законе указаны. То есть либо они, если они инвалиды, либо если они не имеют места жительства, места работы, в принципе можно. То есть они тогда, получается, должны подойти в случае отсутствия места жительства в органы местного самоуправления, встать на учет, но это идет тоже, опять же, на общих основаниях. То есть нет такого, то, что им там какое-то преимущественное право предоставления жилья. То же самое касается и трудоустройства, то есть в органы Федеральной службы занятости обращаются в Центры трудовой занятости по месту жительства. Также встают на учет, в случае отсутствия работы получают пособие по безработице, все. Каких-то таких вот специальных преимуществ у этой категории граждан нет. Социальные услуги, которые оказываются органами госвласти, органами местного самоуправления, они оказываются по закону, на принципе как бы добровольного волеизъявления вот этих граждан, которые обращаются за этой помощью. То есть, грубо говоря, носит заявительный характер. И учет таких лиц ведется на основании лиц, которые обратились за этой помощью. Согласен то, что здесь как бы вот, именно касательно, например, лиц без определенного места жительства, да, которые пока их за ручку не приведешь, там, ну, как бы если бы они хотели и могли вот это вот все сделать, осуществить, они, возможно, бы не стали бы, не попали в ту ситуацию, в которой они оказались. То есть им сложно, например, я понимаю, что им сложно написать заявление, там, сходить куда-то в какой-то орган, там, как бы, во-первых, какой-то механизм пугает, возможно, их этот процесс, бумаг у них нет необходимых, там, так далее, так далее. Я согласен, то, что необходимо вести, наверное, такой учет, вне зависимости от наличия волеизъявления этого гражданина, да. Ну, вообще, полномочиями в сфере социального обслуживания населения, в том числе вот лиц, которые нуждаются в этом обслуживании, то есть которые попали в трудную жизненную ситуацию, да, обладают министерство, вот, если касательно нашей республики, да, это Министерство труда и социального развития республики. И ниже это уже идут управления соцзащиты на местах, то есть в составе администрации там, городских поселений, поселковых и так далее, вот, то есть в составе органов местного самоуправления. Но Министерство социального развития, оно, конечно же, обладает такими полномочиями по обеспечению социального обслуживания населения, в том числе инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, больных, там, тех же бомжей. Необходим комплексный подход к решению проблемы социальной реабилитации граждан без определенного места жительства. Согласно федеральному законодательству, в частности, об общих принципах местного самоуправления,
органы местного самоуправления не обладают полномочиями, то есть у них довольно-таки широкий спектр полномочий, в том числе и вот по охране общественного порядка, скажем так, да. Вот эти вот действия, они должны быть основаны на каком-то взаимодействии с органами внутренних дел. Органы внутренних дел, в частности, участковый уполномоченный полиции, они такой учет ведут, ну, имеется в виду на веренном ему участке участкового уполномоченной полиции, он ведет учет как осужденных без изоляции от общества, так и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Да. В принципе, вот взаимодействие между органами внутренних дел, ну, правоохранительными органами и органами местного самоуправления, органами госвласти, оно необходимо в этом случае. То есть, как обмен информацией, так и поиски пути решения вот этой проблемы, это, конечно, необходимо. То есть не сама окружная администрация должна следить за порядком и за уровнем преступности, а вот именно во взаимодействии и взаимопомощи с уполномоченными органами, которые осуществляют как учет, так и профилактику преступлений и правонарушений, среди в том числе и этих лиц. Федеральное законодательство представляет такие полномочия в рамках федерального закона о профилактике преступлений и правонарушений, дает полномочия органам госвласти, органам местного самоуправления взаимодействовать с правоохранительными органами. Просто на местах это нужно конкретизировать, обрисовать круг полномочий, обязанностей, ну, и там установить какую-либо там ответственность за неисполнение этих обязанностей. Я думаю, что это было бы правильно. Для этого требуется систематическое межведомственное взаимодействие государственных органов, правоохранителей, органов местного самоуправления и социально ориентированных общественных организаций. Необходимо принятие нормативно-правового акта на республиканском уровне, устанавливающего комплексные меры, направленные на социальную реабилитацию граждан без определенного места жительства и работы, желающих изменить свою жизнь. Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия призывает неравнодушных жителей города Якутска принять активное участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому», которая состоится 20 октября 2018 года, и направить свои предложения по решению важной социальной проблемы по реабилитации граждан без определенного места жительства, работы, ведущих асоциальный образ жизни и желающих вернуться к нормальной жизни. Ваши предложения принимаются на телефон-факс 40 55 07 или на электронную почту.